Поводом для заседания Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям стали частые обращения граждан с вопросами состояния действующего законодательства в сфере реализации закона об охране объектов историко-культурного наследия, отметил председатель комитета Резо Зантария. Что передать будущему поколению? Наша задача – сохранить историко-культурное наследие, подчеркнул депутат. Наша помощь в этом случае заключается только в самом законодательстве, в самом писании закона. Возможно, есть необходимость внести какие-либо изменения с точки зрения ее реализации. Ну и, конечно же, еще являемся, так как мы законодательство, одновременно являемся за так называемыми надзорными органами за тем самым реализацией данных законопроектов. Если где исполнительная власть сегодня, опустив руки, не реализует то или иное законодательство или те иные обязательства, которые, согласно закону, взяла на себя обязательства. В Абхазии насчитывается 1535 объектов историко-культурного наследия, среди которых есть объекты мирового значения. Это раннехристианские и средневековые христианские храмы. Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангули рассказал депутатам о проводимой управлением работе. Он подчеркнул, что есть сложная ситуация с черными копателями. Удавалось выходить на след и отбирать находки. Они лезут везде, где только их не бывает. И это могу сказать, что туризм. Раньше, до 2014 года было так. Значит, туризм обращался к нам с просьбой, куда, в какие объекты можно маршрут выстроить, а не куда попало, где я хочу. И мы заранее это все обговаривали. Вот такая традиция была, она помогала очень. Да, а сейчас, например, каждый так захотел бы, сможет. Ну, сможет что? Он напишет, дорогу откроет, а дальше же в осеннее и зимнее время его там не бывает. И кто это контролирует? Не сможет МВД, у нас сотрудников нету. Вот мы с просьбой обращались с тем, чтобы все-таки у нас было подразделение инспектирующее. Музей есть смотрители, везде есть, и там тоже положено. Если есть посещение, там смотритель должен быть. Депутаты подчеркнули, что памятники историко-культурного наследия нуждаются в защите независимо от того, включены они в туристический маршрут или нет. Пока идет экскурсия, риск невелик, но после ухода группы объекты остаются уязвимы. Главное – суметь их сохранить. Нужен смотритель, чтобы не повредили. А в других объектах историко-культурного наследия, где, допустим, нет самого официального маршрута, но частники поднимаются где. Разница, знаете в чем? В том, что там просто чуть больше людей, здесь меньше людей приходит. И там могут навредить, и здесь также могут навредить. Если смотрители, они везде нужны смотрители. К примеру, давайте возьмем Санта-Масу, да, в Кындах то, что у нас, или Амбару в Нюсере. Это памятники историко-культурного наследия. Ведется ли оценка состояния этих памятников? Я их как пример взял, таких у нас много. Принято ли решение о консервации, я не знаю, реставрация? Реставрация навряд ли, вы лучше меня знаете, но хотя бы консервация, да? Если нет возможности поставить туда смотрителя, у нас есть операторы, которые могут помочь установить видеофиксацию, да, круглосуточную. Куча примеров, когда по улице Аяйра был разрушен памятник историко-культурного наследия, в Гудауте был снесен памятник историко-культурного наследия. Какие последствия, какие санкции? Вот такие у меня два вопроса. Охранные функции в данном случае охранно-спасательного характера. Как только, появляется информация, известие, что там что-то случилось. Ну да, примерно так, да. И, естественно, они, если это находки, предметы, вещи, я не знаю, деталь храма и так далее, они будут спасены, то есть зафиксированы и так далее. Поэтому же я говорю, недостаточно для этого нужно подразделение охраны, то есть инспектирование. Участники заседания обсудили вопросы совершенствования законодательства, действующего в данной сфере. Депутаты интересовались, почему не удается привлечь инвесторов, чтобы сохранить привлекательность объектов. К примеру, как на вилле Алаизи. По мнению депутатов, необходимо привлекать инвестиции на конкурсной основе. Сегодня инвестировать в историко-культурное наследие – это любовь к родине, это патриотизм. Вы таких людей должны изыскивать у себя, на конкурсной основе приходить. Восстановление, самое дорогое, это восстановление историко-культурного наследия. Это самое дорогое удовольствие. Слушайте, мы хотим что-то придумать, что не придумано нигде в мире. Такое не бывает.
В течение месяца Управление охраны историко-культурного наследия должно представить свое видение решения проблемы на основе практик других государств. Шазина Ханаго, Давид Хашиг, Абхазское телевидение.